по экономике, который называется «Точка отсчета», ипотека «Точка отсчета». И с моей точки зрения фильм снят очень удачно. Это не первый фильм, который мы смотрим по экономике. В прошлом году наши ребята уже участвовали в обсуждении таких фильмов. Мне кажется, что данный фильм снят лучше, чем прошлогодние, и учтены были, я надеюсь, наши пожелания, потому что здесь это заметно. В чем, с моей точки зрения, удачность этого фильма? Здесь прослеживаются межпредметные связи. Литература, история, экономика. Часть произведений вы уже читали. Здесь идет речь о мертвых душах Гоголя. Чичиков покупает мертвые души. А в следующем году вам предстоит читать «Вишневый сад», который будет рассказывать о разорении дворянских поместьй. Это практически иллюстрация того, что будет происходить. Кроме того, замечательный исторический материал, очень богатые фактами кадры, очень много биографических справок. Мы услышали с вами здесь и биографическую справку по поводу Александра Горчакова, который был министром иностранных дел, а потом канцлером. Да, мы знаем о нем достаточно много, начиная с Пушкинского лицея и заканчивая ликвидацией последствий Парижского мирного договора. Мы услышали здесь фамилию Николая Бунги, который был одним из самых выдающихся министров финансов России. Мы много говорим о реформах Витте, а реформы отчасти были подготовлены его предшественниками, в том числе Бунги. Здесь прекрасная терминология, четко даны определения и как социальных терминов, так и экономических. Сейчас это можно внимательно и услышать, и проследить. Здесь расставлены точки над «и», что называется, между современностью и событиями 19 века. Ипотека до революции, ипотека в наше время. Прослеживается такая очень актуальная связь с современным днем, то, что нужно для вас в практической жизни, для нас, живущих сейчас. Поэтому мне кажется, что фильм очень удачный, и мы сейчас с вами обсудим основные вопросы, которые здесь затрагивались. Основное право. 80% выплачивало за крестьян государство, 20% крестьяне должны были выплачивать сами в течение 49 лет. В течение 49 лет, Леша, поправьте, в течение 49 лет они отдавали государству. Да, государство. Да. А 20% они выплачивали сразу. Как можно быстрее. Там сначала был указан срок 20 лет, и в это время они были временно обязаны. Через 20 лет при Александре III вышел указ по поводу того, что всем обязательно выкупаться. То есть после 1982 года все обязаны были обязательно выкупаться. А вот эти вот 80% еще 49 лет с процентами крестьяне выплачивали, вплоть до революции 1905 года. Итак, скажите мне, пожалуйста, вот для банков чем являлись крепостные души до отмены крепостного права? Они являлись деньгами. Они являлись залогом. Они являлись залогом, за который можно было, как было сказано, получить. Конкретно какие души являлись залогом? Может, там только принимались мужские. Только мужская душа, которая оценивалась примерно в 200 рублей каждая. Да? Вот по этой причине Чичиков, как мы в фильме увидели, он скупает мертвые души до того момента, как они стали учтены как мертвые, потому что перепись населения проходила примерно через каждые 5 лет. И пока эта перепись не прошла, помещик продолжает платить за них подушную подать, они ему совершенно не выгодны, их же уже нет, они не работают. И поэтому они с удовольствием Чичикову продают их, а он их как существующий, потому что они пока по документам еще существуют, а он их закладывает и получает за них деньги. Ну, как он собирался сделать, вы помните, там ему не удалось. Что стало предметом залога после отмены крепостного права? Ну, Егор, что стало предметом залога после отмены? Земля. Земля, совершенно правильно. Земля и Имущество. Недвижимое имущество. Именно недвижимое имущество. Недвижимое тоже. Речь шла, мы говорим об ипотеке, речь идет о земле и недвижимом имуществе. Спасибо, пожалуйста. Садитесь. Ребят, начинаются первые ипотечные общества где? В городе или в деревне? В городе. Поначалу
Поначалу городское дворянство создает ипотечные общества, причем это коллективная ответственность, создается общий капитал этого общества, из которого выдаются ипотечные средства. Да? Сразу вопрос, кто понял, в чем отличие современной ипотеки от ипотеки 19 века? В чем главное отличие? Ну, вообще начнем с того, что такое ипотека? Кто понял, что такое ипотека? Я понимаю, что это залог, который дается это деньги, которые даются под залог недвижимости. Залог недвижимости, которая у тебя уже есть, или которую ты покупаешь. Еще раз, пожалуйста, Кирюш. Что такое ипотека? Да? Это деньги, которые даются под залог недвижимости, которая у тебя есть, или которую ты хочешь купить. Совершенно правильно. В чем главное отличие между ипотекой до революции и ипотекой В наше время это вот тебе дают деньги, а там тебе давали специальный лист, по которому написано, что тебе дали ипотеку. Совершенно правильно. Как назывался этот лист? Ипотечная облигация. Молодец, Кристина. Ипотечная облигация. Это главное отличие, которое мы с вами видим между ипотекой 19 и 20 века. А есть еще какие-то особенности. Вот на каких условиях выдавалась ипотека? Вспоминайте, в 19 веке. Она выдается всем сословиям? Ну да, она выдавалась всем сословиям. Нужно было, чтобы, если ты хочешь получить деньги, у тебя, ну, есть земля, ты хочешь получить деньги, нужно было иметь свидетельство, то, что она у тебя есть, опись всего имущества находящегося, потом это... Сейчас. Ну правильно, опись всего имущества, оценка этой самой земли, если в сельской местности качество этой земли. Исходя из этого выдавалась ипотечная облигация. Что можно было сделать с облигацией? Продать. Ее можно было продать, и Дивиденды получить. ее можно, да, совершенно правильно. Еще ее можно было продать на бирже. и играть на бирже. Да. Где мы видим с вами в фильме, очень хорошо показано, фондовая биржа. Как физические лица, так и юридические. Где идет игра на бирже, которая часто приводит к разорению. Люди пытаются гнаться за большой наживой, а часто это приводит к полному разорению и продаже имений дворянства. Скажите мне, пожалуйста, вот смотрите, Леша нам говорит, за крестьян заплатили, дворяне сразу получают колоссальную сумму за свои поместья. Плюс есть ипотечные, соответственно, кредитования. Можно взять деньги еще и в банке. Почему в итоге в конце 19 начале 20 века такое колоссальное количество дворян разорились? Кристина. Ну, потому что они привыкли к роскошной жизни, и все эти деньги они проедали. То есть не вкладывали там в что-то, а просто их тратили. Совершенно правильно. Кирилл, что ты хотел добавить? Обесценивание денег произошло. Ну, в данном случае инфляция большой роли не имеет, тем более, что сильной инфляции в тот момент не было. Кристина совершенно права. Полученные деньги не работают, да? Деньги должны приносить деньги. А в случае с дворянами они просто проедались и тратились. Мы с вами видим, что многие даже не платили проценты, да? Что государство делает, чтобы спасти дворянство? Государство стремится сохранить дворянские землевладения. Что оно для этого пытается сделать? Дает им всяческие льготы, открывает дворянский банк, где тоже давали кредиты дворянам. Давали кредит дворянам, причем под очень низкие проценты и на максимальный срок. Какой, кстати, там срок указан? 49 лет, совершенно правильно. Максимальный срок. Ребят, а если сегодня брать ипотеку, какие учитываются там основные показатели, чтобы, скажем, чтобы наиболее выгодно взять? Что надо учитывать? Срок, какая часть это от вашей зарплаты? Да. Что еще учитывается там? Доходность. Возраст. Возраст сейчас тоже учитывается, еще что? Первый взнос. Первый взнос. От первого взноса зависит, может, и процент, который вы берете. Время, значит, на которое вы берете этот кредит, возраст, образование, первый взнос и доход того человека, который берет. Мы еще с вами говорили, что возможно совокупный доход, да? Когда не случайно было сказано, что ипотеку берет не человек чаще, а семья. И учитывается часто совокупный доход семьи. Хорошо. Ребят, вот если мы с вами сейчас
посоветовали бы брать ипотеку. Вы бы на что обратили его внимание? Процент. Где здесь риск? В Процент. чем риск самый большой? Процент. Ну, говорите только полный процент. Проценты. Большие проценты. То есть обратите внимание на проценты. Еще на что? Почему это, в принципе, большой риск? Не случайно рассказывается о разорении дворян. В чем здесь? В чем большой риск этой Просто ситуации? не доплачешь. Можно не выплатить. Да. Можно не выплатить. То есть человек должен что прежде всего рассчитать? Можно, Сможет. у него будут деньги бежать на тему. Сможет ли он выплачивать эту ипотеку? Давайте пытались, попробуйте сформулировать. А то мы кричим с места. Что надо учитывать, если вы вот молодая семья, собираетесь взять ипотеку? Что надо учитывать? Какие риски? Ясно. Чтобы детей не Ну, было. Кирюш, детей не переходи. Если бы я был, Зачем надо ипотека? учитывать то, что в то время, когда я буду платить ипотеку, буду работать. Всегда, чтобы я буду деньги доставать. То есть надо рассчитывать, смогу ли я столько зарабатывать, да? Что еще надо учитывать? Кроме того, смогу ли я столько зарабатывать? Чтобы не разбежались. Чтобы за это время не распалась семья, тоже правильно. Еще. Курс, действительно, наверное, надо смотреть на ситуацию, которая происходит финансовая вообще в мире. Но мы, к сожалению, здесь всегда являемся заложниками. Еще на что надо смотреть? Вы берете долгосрочную ипотеку, да? На условия, которые оформляются. Совершенно правильно, условия. Надо постараться делать максимально выгодные условия. Еще о чем надо все время думать? Что у вас должна быть такая работа, которая позволит вам обеспечить, такая профессия, которая позволит вам даже в случае закрытия фирмы, где вы работаете, перейти на другую и все равно зарабатывать, обеспечивать себя. Да? То есть человек должен очень четко взвешивать. И еще, пока вы будете выплачивать ипотеку, вам придется и думать о своем здоровье, и думать о том, что надо как-то немножечко себя уже от остальных желаний, да? Чтобы не было как с русским дворянцем. Хочу за границу, хочу роскошный бал, хочу давать 3 балла ежегодно и промотаться наконец. Да? Здесь требуется очень четкая организация человека, и финансовая, и вообще жизнь его организации, чтобы ипотека не стала для вас крахом. Что положительное в ипотеке? Даша? Жилье постоянное. Кирюш, Постоянное жилье. встаньте, пожалуйста. Постоянное жилье. Можно купить постоянное жилье. А ведь можно снимать. Почему снимать хуже? Почему снимать хуже? Ты платишь. В конечном итоге это не станет твоей собственностью. Да. И ты платишь мусор. Деньги другому человеку. Совершенно правильно. Платишь деньги другому человеку. Опять я что попрошу вас? Давайте мы будем говорить. Я не пущу вас сейчас на перемену, извините. Когда прервемся, Николай Николаевич, прервемся, пускай. Тем не менее, ипотечный кредит, как это непарадоксально и вообще кредитные отношения, являются определенным рычагом развития экономики. Вот скажите мне, пожалуйста, как на экономику России после отмены крепостного права повлияло ипотечное кредитование? Пожалуйста. С феодального строя Россия перешла в новые экономические рыночные отношения. Совершенно правильно. А за счет чего это получилось с вами? Большинство земли перешло к крестьянам, и появилось много свободных рук. Ну, свободные руки за счет Крепост- отмены крепостного Да. права. И значительная часть земли перешла за счет ипотеки, не вся, конечно. Крестьянский вопрос остался, иначе бы у нас не было революции. Но, значит, примерно 20% земли купили крестьяне. Ты что-то хочешь добавить? Ну, я хотел сказать, что просто тогда, когда землю покупали и крестьяне, и прочие сословия, там строились фабрики и так далее, что вело к экономическому развитию. Что вело к созданию чего? Вот сейчас очень нужное понятие надо ввести нам, да? Капитал. В результате Появился. того, что земля стала покупаться через ипотечный кредит, а иначе крестьяне ее купить не могли, у них не было денег, неоткуда было эти деньги взять. Но за счет ипотеки они покупают эту землю, другие сословия покупают, а дворяне вынуждены в силу разорения продавать эту землю, то складывается всероссийский рынок земельный. Это способствует развитию капиталистических отношений экономических, как сейчас сказала Кристина. Совершенно правильно. Россия из отсталой феодальной страны к началу 20 века превращается в страну капиталистическую. Может быть, не такую развитую, как здесь сказано, одной из первых, но, тем не менее, среднего уровня развития капитализма. Это Россия перед Первой мировой войной.
Скажите мне, пожалуйста, если, еще раз вот такой вопрос, вообще кредит, в том числе ипотечный кредит, для развития страны, чем он является? Этот вопрос, в принципе, мы еще с вами в 11 классе будем проходить. Но из фильма это видно. Что такое кредит для развития страны? Вспоминайте, чего традиционно не хватало в той же России для того, чтобы развивалась экономика? Иностранных Не хватало капитала, поэтому было привлечение иностранного капитала. А теперь вывод, пожалуйста. С помощью ипотеки у нас появляется свой капитал. С помощью ипотеки люди предприимчивые, вообще с помощью ипотечного кредитования и просто кредитования, люди предприимчивые, люди работоспособные, люди, которые не тратят на развлечения, а вкладывают в дело, могли начать заниматься бизнесом, могли создавать свои предприятия, могли развивать экономику. Вы помните, если есть новые предприятия, есть рабочие руки, есть налоги, которые идут в развитие фонд государства, да, бюджет государства. И в итоге идет экономическая жизнь. Если все замерло, никто ничего не делает, никто никак не развивается, страна экономически тоже не развивается. Поэтому кредит всегда и сегодня в том числе это двигатель экономики. Да? Кредитование дает возможность малому бизнесу, вообще бизнесу и физическим лицам решать свои проблемы и развиваться. Так, еще один вопрос, который мы с вами должны обсудить. Главный принцип рынка, кто мне напомнит, какой? Спрос рождает предложение. Еще. Товар, деньги, товар. Товар, деньги, товар. Это формула рынка. Еще. Каковы взаимоотношения предпринимателя и, соответственно, производителя и покупателя на рынке? Товаро-денежные отношения. Это, естественно, товаро-денежные отношения. Чтобы рынок развивался гармонично, чтобы рынок развивался нормально, нужно, чтобы эти отношения были выгодны и предпринимателю, и производителю, и покупателю. Да? Вот скажите мне, пожалуйста, риски ипотечного кредитования со стороны того, кто дает заем, каковы? Чем рискует банк? Могут не вернуть. Могут не вернуть. Мы с вами сейчас в фильме видели, что за счет игры на бирже что происходит? Разорение. Ну давайте мы не вместе с места. Кирюш. Обесценивание земли и разорение. Да, за счет происходит обесценивание земли, разорение, и в итоге, не садись, в итоге что там происходит? Банки теряют деньги. Совершенно правильно. Вот эти заложенные уже имения, они обесцениваются, и банки тоже теряют деньги. Неуплата процентов, потери денег банками. То есть тот, кто дает займ, он тоже должен просчитывать свои риски. И тот, кто берет займ, должен просчитывать свои риски. Потому что если мы не справимся, мы потеряем то, что закладываем. Да? Вспоминайте еще раз, потому что ипотека, это что такое? Это кредит подо что? Еще раз. Под залог недвижимости какой, Кирюш, еще раз? Покупаемый или который ты имеешь? Или той, которую ты имеешь. Поэтому всегда надо очень четко понимать, что ты делаешь, да? Чем ты рискуешь в данной ситуации. Еще один вопрос к вам. Как вы считаете, а вот земельный вопрос в России, который был основным вопросом всех трех русских революций, он мог быть решен только с помощью ипотечного кредитования? Наверное, смог по-другому решить. Смог бы стать точкой только с помощью ипотечного кредитования? Не, могут. Вот здесь прозвучала фраза, что ипотечное кредитование подготовило Столыпинские реформы. Кто-то вспомнит, в чем заключались Столыпинские реформы? Реформа Столыпина? Да, аграрные реформы, которые должны были решить крестьянский вопрос. Я напомню, что это возможность выхода из общины, возможность забирать из общины свою землю, и третий пункт Столыпинской реформы – это переселенческая политика. Вот тут мне скажите, можно было только с помощью кредита
кредитов решить бы этот вопрос? Нет. Нет. Почему? Нужно вливание государственных законов. Ну, нужно законодательство определенное. И еще почему нельзя с помощью кредита решить полностью в России крестьянский вопрос? Ну, тут очень хорошо прозвучало. Фильм смотрели внимательно? Но каждый 10-й заканчивает жизненную миссию. Почему? Это разорение, да, совершенно разорение. Почему крестьянство не смогло бы? Ну, давайте соображать этот вопрос вот прямо по фильму. Почему нельзя решить только с помощью кредита? Ну, крестьяне должны где-то работать. Ну, потому что просто таких денег нет, да? То есть только небольшая группа в складчину очень часто выкупают землю. 20% земли всего крестьяне выкупили. Это хорошо. Но очень многие просто не имели денег, просто не имели возможности взять этот ипотечный кредит. То есть это не панацея всего. Это шанс для определенной группы населения. Не больше. Ну а теперь мне хотелось, чтобы несколько слов сказали вообще о фильме. В нем много информации. Ваша оценка фильма. Ну, давайте попробуем, Валя, с вас начнем. Ну, несколько слов. Не знаю, что сказать. Так, а кто хочет? Кто может сказать? Давай. Подъем. Ну, фильм значительный, очень интересный. Ну, о многом рассказывает, от точки отсчета, чем отличается ипотека от прошлой, от нынешней. Если прилагать, нужно ли вообще это делать. И там девушка сказала, что это хорошая возможность переехать из каменных трущоб, такой полноценный дом и квартиру. Хорошо. И еще. Кто еще скажет? Егор, пожалуйста. Ваша оценка фильма, как учебного фильма, как фильма, так сказать, для какого-то развития своих собственных знаний. Но фильм позволяет узнать, как, например, добиваются, как обретают свое жилье те люди, которые сейчас живут. И мы, то есть мысленно можем готовить уже сейчас себя к этому. То есть можем ли мы брать ипотеку тоже, и стоит ли вообще это делать? Спасибо. Так, пожалуйста, Алиса. Леша. Ну, я думаю, что фильм довольно поучительный, и он хорош еще тем, что в нем представлены исторические факты, потому что, оглядываясь на прошлое, мы можем хотя бы решать еще... наша же ипотека тоже не совсем идеальна. В ней тоже есть какие-то пробелы и так далее. И вот то, что, оглядываясь, например, в прошлом, мы можем решать какие-то проблемы будущего. Ну и тоже я бы хотел присоединиться к Егору и сказать то, что вот сейчас мы тоже можем задуматься о том, что нам нужно тоже думать, мы же когда-то тоже будем, наверное, брать ипотеку и готовиться к этому. Спасибо. Какие-то недостатки фильма мы можем выделить? Влад. Голос, кто читает озвучку. Встаньте, пожалуйста. Голос, который читает исторические события. Что вас там не устраивает? Противный. Так, измените озвучку. Понятно. Измените озвучку и сделать ее повнятнее. Еще, пожалуйста, Кристина, какие-то недостатки, достоинства? Меня бесит звук, когда там печатают. Раздражает звук. А по сути какие-то такие недостатки? Что-то добавить, что-то, так сказать, поподробнее рассказать? Добавлять можно там еще много всего про ипотеку. Алиса, пожалуйста, что бы вы туда добавили? Самолетика, я не знаю. Надо разбираться в ипотеке. Пожалуйста. Я считаю, что одно из недостоинств фильма это то, что мало говорят о современной ипотеке. То есть про то, что было до этого, вам рассказали. А как происходит дело с современной ипотекой, кроме того, как, на каких условиях сейчас ее берут, ничего не сказано. То есть как это происходит, какие бумаги нужны, к примеру, или что вообще нужно для того, чтобы получить ипотеку в современное время. То есть мы, как люди практичные, мы хотим бы сейчас уже знать более подробно, что нам делать. Не только исторические факты. Пожалуйста, Муса, твоя оценка. Я не нашел недостаток. Так, а достоинство?
много информации. Ну, конкретно, какую информацию ты для себя новую подчеркнул из этого фильма? Узнал историю, как все возникло. Еще. Еще. Ну, садись. Так, Катя, пожалуйста. Кто-то еще у нас? Так, Кирюш, пожалуйста. Ну, давайте просто подытожим. Из этого учебного фильма мы сейчас с вами узнали следующее. Во-первых, как возникла ипотека в России. Для нас стали более понятны экономические отношения, которые складывались в XIX веке, в том числе как складывалась кредитная система в России XIX века после отмены крепостного права. Кроме этого, мы с вами задумались о современной ипотеке, что это, и можем ли мы, что называется, для себя эту ипотеку как-то планировать в будущем, и что для этого нужно. В целом, для нас с вами фильм полезный как по истории, так и по экономике. Я думаю, что такие фильмы, если их использовать на уроках, они дают и повод для того, чтобы задуматься, и дополнительную информацию. Ну, можем сказать авторам спасибо. Спасибо. Все уже не снимаю.